Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 14 ноября 2020 года, суббота. Посмотрим, какой день нас ждет. Замечательная карта мага выпадает. Все в наших руках. Мы здесь меняем жизнь так, как нам хочется. Что будет у нас этот день показывать? Во-первых, мы можем что-то начинать отношения, начинать обучение. К нам новые идеи могут приходить, которые затем дадут деньги. Или мы можем начинать какие-то практики по здоровью, менять образ жизни, режим. Мы можем зарабатывать деньги сегодня очень хорошо, особенно если идеи приходят по новым способам заработка. Вот это отлично. Очень хорошее время для того, чтобы решать вопросы с обновлением своей внешности, когда мы меняем одежду, когда мы меняем прическу и так далее. Да? То есть, в общем, перемены – это то, что нам нужно. Также хорошая карта для писательства, для разного рода лекций, когда мы посещаем какие-то тренинги, тоже очень хорошая карта. И также здесь может быть в этот день ситуации, связанные с торговлей, да, то есть либо мы идем что-то покупать, или сами что-то продаем, это очень успешно. Любая сделка заключенная, посмотрите, здесь может быть действительно какая-то сделка крупная планируется, да, любая сделка, она будет совершена, если вы этого хотите. Но смотрите, здесь все нужно проверять, и вообще рекомендация все-таки в субботу эту сделку не завершать, а лучше как бы начать обсуждение, начать готовить документы, договориться, потому что семерка пентаклей – это еще процесс не завершен. Если поспешим, то могут быть какие-то ошибки, но и здесь для заключения каких-то важных договоров не время, да, потому что эта карта у нас лежит в позиции, что будет мешать. То есть не надо спешить, нужно дать возможность все сделать как следует, подготовить. Потому что вот карта маг, она очень часто спешит. То есть у нас еще опыта мало в каких-то делах, мы только пробуем, начинаем, и вот можем здесь слишком ускорить процесс. И для нас это может быть либо потери денег какого-то количества обернуться. То есть если это сделка, то мы можем как-то проиграть в деньгах, да, то есть как большую сумму, допустим, заплатить, или наоборот, нам меньшую сумму выплатят, или могут быть какие-то ошибки, сложности, связанные как раз с заключением договоров. Очень важно по магу стараться все-таки не ставить себя вот постоянно на первое место. Конечно, нужно учитывать, что у нас есть желание, и их нужно осуществлять, нам нужно развиваться, наши личные цели осуществлять, но все-таки есть другие люди, да, вот сегодня будет хотеться именно себя поставить на первое место и вот только свои желания осуществлять, на себя тратить, да, себе время посвящать. Может быть, это и хорошо, если вы все остальное время посвящали другим людям, да, тогда хорошо, наоборот, день себе выделить. Но если это ситуация, когда требуется какой-то компромисс, да, то нужно учесть обязательно и другую сторону. Поездки очень часто по этой карте, логистика, заказали что-то, пришел заказ, получили, да, или может быть, мы сегодня пользуемся, как-то сохраняем информацию на флешке, как-то с памятью работаем, чистим, может быть, компьютер. В общем, работаем со средствами связи, покупаем средства связи, аксессуары какие-то можем покупать к ноутбукам, компьютерам, телефоном. Хорошая очень карта для того, чтобы покупать какой-то транспорт, велосипеды, ну, в общем, все, что на колесах. Знакомиться очень хорошо по этой карте. Может быть, как-то с соседями договориться, подружиться. Какие-то новости, если придут, важно их правильно воспринять, то есть принять их. Вот здесь на карте человек руки раскрыл, да, навстречу тому, что идет с неба, из космоса, да, то есть вот принимать шансы, принимать то, что дает жизнь, и стараться сделать из этого что-то хорошее. Ну, в основном в деньги мы здесь превращаем, или в здоровье, в общем, во что-то материальное. Эти шансы мы должны превращать. Что будет помогать? Семерка пентаклей.
нужно еще вложиться, нужно доучиться, нужно подождать, подготовить что-то. Да? Семерка Пентаклей – это карта, когда у нас не закончено еще что-то. То есть мы можем, в принципе, уже здесь закончить, но результат будет не такой, как мы хотели бы. В принципе, уже здесь хорошие деньги можно получить, здесь можно какой-то процесс уже, ну, как бы ускорить, но это слишком, ну, как бы вредно может быть для нас. Так, семерка Пентаклей. Сатурн в Деве, да, здесь могут быть ограничения, как раз связанные с коммуникациями и с помощью. Допустим, вы попросили кого-то о помощи, и вам отказали, да, вы сами должны этот вопрос решать. Или наоборот, вас просят о помощи, да, если человек сам может справиться, то ему лучше отказать в помощи. Пусть он сам решает свой вопрос, потому что, видимо, так лучше. Он сам может справиться, а вы возьмете на себя как бы его работу и навредите этим и себе, и ему. Что будет мешать? Правосудие. Когда мы слишком строги, когда мы просчитываем каждый шаг, когда мы соглашаемся с тем, с чем не надо соглашаться, когда мы слишком дипломатично себя ведем, забываем о себе. Посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, карта Иерофант – это, знаете, карта встречи с человеком, который занимает довольно-таки высокое положение в обществе, как-то вот влияет на других людей. У него уже такое стабильное положение, работа, с финансами все в порядке. Это человек таких традиционных взглядов, устойчивый, да, морально, скажем так. Если он хочет отношений, то только семейные, да, чтобы там дети, брак и так далее. И также по этой карте очень часто знакомства идут через старших, да, через родителей, там, бабушек, дедушек, через каких-то родственников или просто людей, которые старше вас по возрасту. Для тех, кто уже в паре, королева жезлов. Но опять же, тема настоять на своем, показать себя, как бы как на сцене, да, здесь все происходит. Скорее всего, один из партнеров будет как раз слишком привлекать к себе внимание, к своим каким-то проблемам и забывать о другом. Такое может быть. А королева жезлов – это еще, если позитивно брать, это просто праздник, когда мы собираемся все вместе, отдыхаем, семья, дети, пойдем куда-то в гости, в кафе посидим. В общем, здесь это как заслуженный такой выходной, когда мы как-то это организуем очень красиво, празднично, приятно, чтобы посидеть у камина, у костра, да, или просто прогуляться, расслабиться, поиграть с детьми и так далее. По саду, по парку погулять, на природу куда-то поехать, как-то выйти из того привычного состояния, в котором мы находимся. Так, и для тех, кто в ссоре. Четверка пентаклей. Беречь нужно отношения и беречь здоровье. Да, то есть, если ваши отношения вас выматывают, стоит ли вообще за них держаться? Может быть, о себе лучше побеспокоиться. То есть четверка пентаклей – эта карта говорит о том, что надо успокоиться, надо подумать, хорошо это для меня или плохо, подумать о будущем. Да, сейчас я хочу этого человека удержать, а если так будет всю жизнь продолжаться, как сейчас, то есть нужно задать себе такой вопрос и, может быть, даже лучше отказаться от отношений сознательно, да, не держать. Вообще четверка пентаклей у нас Солнце в Тельце. Солнце – это влюбленность, а Телец – это чтобы это было мое, да, то есть я хочу все это держать в руках. Не даю воли своему партнеру. Вот может быть здесь такая тема. Либо ваш партнер вот так вас лишает свободы, да, и хочет, чтобы вы ему принадлежали всецело, либо вы так с партнером себя ведете, да. Но, конечно, отношения предполагают свободу личности. Если так будет продолжаться, то это очень тяжелые отношения. Подумать желательно сегодня об этом. Так, теперь посмотрим работу. Кто у нас в субботу работает и кто ищет работу. Девятка пентаклей. Вы можете найти работу по опыту,
своему, да, по статусу своему, денежную. И, скорее всего, это коллектив будет такой с людьми пожилыми, уважаемыми, да, или, может быть, это организация, которая уже много лет работает стабильно, там зарплата хорошая, там почет вам будет, уважение, деньги заработаете, себя проявите. А также девятка пентаклей у нас может быть и ограничения в договоренностях. Ну, допустим, сегодня суббота, завтра воскресенье, давайте в понедельник придете, или там еще какое-то время надо подождать. Давайте посмотрим те, кто работает сегодня. Повешенный. Хочешь, не хочешь, нужно выполнять обязательства, которые на себя взял, и мы не можем здесь никуда в сторону, да, отойти. Но, в принципе, это удаленная какая-то работа, может быть, работа из дома даже может быть, да, просто, может быть, хотелось отдохнуть, или, может быть, очень много рутинной работы, когда вот мы не можем даже отойти, да, у нас нет времени даже, чтобы там пообедать или выпить чаю. Для тех, кто своим делом занимается, двойка мечей. Ситуация партнерская, то есть здесь либо вы договариваетесь с партнером о сотрудничестве и ищете точки соприкосновения, да, чтобы вам обоим было выгодно. Или здесь ситуация конфликта может быть с партнером, с клиентом, да, с теми, кто клиентов обслуживает у вас. То есть здесь вот какие-то ситуации могут быть. Но вообще двойка мечей карта неплохая. Она связана с общением, с обучением. Вот если, допустим, сегодня какой-то конфликт происходит, скорее всего, здесь просто ситуация неясная, то есть люди не поняли друг друга, как бы не договорились, не постарались договориться, да, то есть здесь вот есть возможность дружеского общения, здесь есть возможность общения по интересам, и если здесь все-таки происходит ссора, конфликт, то это просто значит либо оба, либо один из людей ведет себя закрыто, да, не понимает его другой человек. То есть здесь вот просто нужно более так открыто общаться для того, чтобы не было конфликта, выяснять все нюансы. Деньги для тех, кто на зарплате. Шестерка жезлов. Ну, здесь, конечно же, получение зарплаты в конце недели, и вы можете потратить это на что-то приятное для себя, на семью, какой-то праздник. Шестерка жезлов у нас как раз и есть карта праздника, да, когда мы вот, а может быть это просто запланированное какое-то мероприятие, в которое мы вложили денежки, да, или может быть нам подарили, потому что это у нас Юпитера карта, Юпитер во Льве, да, может быть нам подарили деньги, подарили какие-то подарки. И вот мы здесь, конечно, очень рады, что можем осуществить свои желания какие-то. Для тех, кто своим делом зарабатывает, но здесь вот тоже карта партнерская, да, то есть либо какой-то дополнительный источник дохода появляется, новый партнер и новый доход. Или, может быть, здесь ситуация, когда нужно дополнительные знания получать. Может быть, так как это у нас карта, связанная с воздухом, да, может быть, здесь нужно поучиться, как доводить ну, вашу услугу, ваш продукт до клиента, да, то есть, может быть, вот что-то с обучением связано, или, может быть, здесь интернет, да, деньги через интернет приходят из нескольких источников, от партнеров тоже приходят, из семьи и так далее. Здоровье. Рыцарь чаш по здоровью, очень хорошая карта для здоровья. Это когда мы удовлетворены, когда наше состояние душевное полностью проецируется на наше самочувствие физическое. Здесь такая ситуация, когда мы, может быть, чувствуем такой прилив энергии. Прилив энергии, которую мы тратим потом на общение, на обучение, на поездки на какие-то, на семью и так далее. То есть вот что-то приятное мы готовы сделать, наобещать чего угодно, да, и вот наше здоровье, оно как-то следует за нашим самочувствием. Если же у нас какая-то проблема со здоровьем,
то вот карта рекомендует ну, как бы воду пить, да, в достаточном количестве. И обязательно, чтобы был какой-то порядок, порядок в приеме пищи, да, ограничение какое-то должно быть, чтобы не было что-то слишком. Или, допустим, самолечение, чтобы не было. Давайте посмотрим по итогу дня, что получится. Двойка жезлов. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что сегодня каждый вот в семье, в коллективе, в любом сотрудничестве должен оставаться собой и проявлять свои индивидуальные качества. То есть вроде бы мы вместе, но в то же время каждый по-своему должен себя проявлять. Если, допустим, какой-то совместный проект, мы должны обязательно как бы высказывать свое мнение, свою точку зрения, свою инициативу проявлять. То есть нельзя, чтобы хоть кто-то один из семьи, из коллектива, из партнеров брал на себя ответственность больше, а другой меньше. То есть все в равном должно быть положении. Да? И вот сегодня вы увидите свои слабые места. Можете ли вы сказать «нет»? Можете ли вы выразить, наоборот, свои желания? Можете ли вы честно поделиться тем, что вы думаете о другом человеке, о деле? Да? Вот, действительно ли вы уважаете себя, свою индивидуальность? И позволяете ли другому человеку или другим людям рядом с вами тоже быть индивидуальностью, самодостаточными, да, свои цели какие-то иметь? А это очень важно, чтобы не было подавления, чтобы было вот равнозначные, равноценные отношения. Вот это сегодня важно будет. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.